Постойте, не уходите, не сдавайтесь. Увольняться должен Эйсман. Увольняться должна его жена. Наташа, пиши покаянное признание и выкладывай свой стул первого. Мне вельми страшно, что эта эйфория, якой зараз протягнуты все люди, хутка зникне. Вы просто позвычце будете ходить на этой забастовке, а потом все покрысе стихне, вы призвычаетесь и снова окажетесь в болоте. Я спадзяюся, что вы каждый день будете памятовать, дзеля чаго вы тут. Кожныя 2 дні я з'являюся супрацоўнікам радыёкампаніі, тому что в минулый, здаецца, аўторак я написала заяву на звольнение. Я з'являлася вядучай программы «Живая культура» на канале «Беларусь-3». Мы снимали программу про обряды, песни, ремёслы, про ткацтво, про вышивку, про нематериальные историко-культурные каштоўнасці. Я гэта ведаю, я гэта люблю, я гэта умею. На мне строй, які зрабіла я своими руками. Кожны шоу, кожны песок. Я люблю Беларусь, я люблю беларускую культуру. Гэта было на 100% маё, тое, што я рабіла. Але тое, што зрабіла улада з маімі сябрамі, одному моему сябру зламали ногу, а одну ногу в 6 месцах. Моей сяброцы ледве не сняли скальп. Яшчэ один сябр зараз у шпитале. Моя цимбалистка, у меня музычный гурт, я яшчэ музыка. Моя цимбалистка, лауреат президентской премии по падтрымцы таленавітай моладзі, провела у пекле 6 суток. Яе били по пальцам. Я хочу, как вы не звольнялись, я не закликаю вас до этого, хотя я зволилася. Між іншим, я разведенная мать з 2 детьми, и я не ведаю, як я буду их кормить. Але я хочу, как вы говорили правду, как программы про культуру, про мастацтва, про тое, что уратоўвае свет, мели право на існаванне, и им не было соромно за тое, что кажут палітычныя программы. Я работал в Министерстве иностранных дел 15 лет. Я был председателем избирательной комиссии на выборах президента в 2010 году. Я получил за свою работу благодарности только за обеспечение выборов. По своей основной работе я ничего не получил, хотя по карьерной лестнице продвигался очень активно. И на моей трудовой книжке благодарность за те выборы, за те выборы, за те выборы. В 2011 году я уволился с госслужбы по одной простой причине. Я понял, что все мы, все государственные служащие, все работники телевидения, которые освещают это, являемся инструментом для того, чтобы в один прекрасный момент нами попользовались для того, чтобы сохранить эту власть. Сохранить одного человека у власти,